Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. В России в скором времени может появиться институт частных приставов, которые смогут взыскивать долги по корпоративным спорам. Инициатором реформы стала Торгово-промышленная палата России, разработавшая законопроект о частных судебных исполнителях. Авторы документа указывают, что нынешний порядок взыскания задолженностей неэффективен. По итогам 2017 года взыскать удалось всего 13% от общей суммы претензий. К тому же сотрудники Федеральной службы судебных приставов ориентированы на работу с мелкими задолженностями. Предполагается, что частные приставы получат возможность взыскивать долги в рамках корпоративных споров. В этом случае компании, выигравшие судебные процессы, смогут выплачивать им вознаграждение. При этом частные судебные приставы будут подконтрольны и подотчетны Федеральной службе судебных приставов и должны будут действовать теми же методами, что и их государственные коллеги. Работать в таких компаниях смогут граждане не моложе 25 лет с высшим юридическим образованием и двухлетним опытом работы по специальности. Усредненный показатель стоимости продуктов питания в России возрастет на 3,5% до конца этого года. Об этом заявили в Ассоциации компаний розничной торговли. Ожидается, что больше всего вырастут цены на яйца и мясо птицы, что связано с сезонным фактором, и на сахар в связи с увеличением стоимости сырья, расходов на топливо и производственных издержек. Эксперты ассоциации отмечают, что повышение продуктовых цен не окажет значительного влияния на общий уровень инфляции и не повлияет на качество жизни населения страны. В России может появиться государственный информационный ресурс «Кадровые потребности работодателей». Законопроект о его создании подготовила Минэкономразвития. Новая система нужна для оценки дефицита или переизбытка рабочей силы, для оценки ограничений роста ВВП и развития отдельных секторов экономики, для выстраивания взвешенной политики на рынке труда и подготовки нужных экономике кадров. Чтобы система заработала, Минэкономразвития предлагает закрепить за федеральными органами власти полномочия по определению потребностей работодателей в кадрах, а за региональными по проведению анализа кадровых потребностей и востребованности профессий. Предполагается, что формироваться система будет через обобщение данных, предоставленных федеральными и региональными властями. А те, в свою очередь, будут получать их от работодателей, их ассоциаций и профсоюзов, научных и образовательных учреждений. Также законопроект предполагает создание методики определения потребностей работодателей в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда. Такая поправка в Трудовой кодекс нужна для издания акта правительства, гарантирующего долю оклада в зарплатах медиков. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в рамках совершенствования оплаты труда медработников необходимо закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента страны. По словам Скворцовой, Минздрав, Минтруд и другие ведомства изучили вопросы совершенствования зарплат медиков первичного звена. Параллельно также предлагается определить перечень выплат стимулирующего характера в структуре зарплат медиков, а также перечень компенсационных выплат и условий их предоставления. Эту работу нужно закончить не позднее апреля следующего года, тогда все регионы успеют разработать дорожные карты достижения этих целевых показателей, добавила министр. Российские города решили избавить от устаревшего общественного транспорта. На смену рассыпающимся автобусам, троллейбусам и трамваям придет новая техника, в том числе ультрасовременные электробусы. Для этого предлагается осуществить масштабный проект на 2 триллиона рублей, а деньги в том числе взять из Фонда национального благосостояния. Согласно предложению авторов идеи госкорпорации Web.рф, программу обновления городского транспорта предлагается реализовать в несколько этапов. Сначала хотят запустить пробный пилотный проект в 10 городах России с общим населением свыше 11 миллионов человек. В случае успеха пилотного проекта в ВЭБ предлагают в 2020-2024 годах провести второй этап программы и распространить ее еще на 40 городов. В общей сложности проект до 2024 года затронет агломерации населением 27,5 миллионов человек. Если второй этап программы покажет хороший результат, программу распространят на все 1100 городов России. Тогда до 2035 года планируется приобрести 95 тысяч автобусов, 6,5 тысяч троллейбусов и столько же трамвайных вагонов и 3,5 тысячи электробусов. А итоговая стоимость проекта вырастет до 2,1 триллиона рублей. Проект планируется выполнять по концессионному соглашению, в рамках которого 15% средств будет получено из частного финансирования, 60% заемные средства и 25% планируется привлечь со стороны государства из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.